Серое небо и угрозы синоптиков не помешали москвичам прийти на юбилей любимого парка ВДНХ. Настроение праздничное, впечатление хорошее, погода сегодня, дождик, слава богу, не идет. Я просто ВДНХ люблю, я же говорю, что это мое детство здесь прошло. Здесь я бываю часто. Так что с праздником! Мы сюда приходим с детьми. Мы были детьми, мы тоже отдыхали. Для нас это наша история, наша любовь, наша Москва. И неудивительно, это место для многих является настоящей точкой притяжения. Каждый год, несмотря на погоду, парк посещает около 30 миллионов человек. Причем здесь привыкли отдыхать не только москвичи. Сюда приезжают и гости столицы. Среди них много и якутян. Я приехала поступать в Москву и решила, что грех не сходить в столь грандиозное событие. Очень тут все красиво, большая территория, очень красивые музеи, выставки. Вечером схожу на концерт и еще хочу посмотреть на фонтаны светящиеся. Первый раз я была здесь в годы студенчества, это 70-е годы. Вообще было здорово, такой большой фонтан. Потом была я здесь в годы разрухи, 90-е годы. Но тут было совсем другой вид, был рынок, бардак. А теперь вот видите, как красиво стало. Каждый раз я сюда стараюсь приходить, встречаюсь здесь с друзьями, земляками. К 80-летнему юбилею организаторы приготовили такую обширную программу, что она еле уместилась в 4 дня. Концерты, мастер-классы, флешмобы, театральные постановки, экскурсии. Причем гостям парка, чтобы интересно провести время, даже и развлечения не нужны. Ведь ВДНХ – это музей под открытым небом. Его павильоны и фонтаны – настоящее культурное наследие. Это один из главных символов ВДНХ – фонтан дружбы народов. Один из самых красивых фонтанов в Москве. Но он поражает не только своим великолепием. У него есть еще и секрет. Посмотрите, его украшают 16 женских фигур. Они символизируют республики Советского Союза. Но ведь всем известно, что республик в СССР было 15 сестер. Дело в том, что до середины 50-х годов выделялась и Карело-Финская республика. Позже она вошла в состав РСФСР. Этот исторический факт давно никто не помнит, но зато он навсегда сохранен здесь, в сердце ВДНХ. Сегодня парк ВДНХ переживает масштабную реконструкцию. Впервые за многие десятилетия его павильоны приобрели новый лоск. Но реставрацией дело не заканчивается. 9-й десяток, главная выставка страны, встречает и современными проектами. В скором времени здесь должен появиться целый кластер с аттракционами, который назовут парком будущего. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва.